Добрый день! Сегодня четверг. Это значит, что мы проводим очередной брифинг по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в районе. Сегодня принимает участие заместитель главы администрации района по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайртдинов, главный врач Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гатауллина Разида Халиловна. О том, какая обстановка у нас сегодня по республике, самые актуальные данные на сегодня нам предоставит Хайртдинов Рамиль Назимович. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. По данным на 5 ноября в Республике Башкортостан подтвердили 11 244 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки 96 новых случаев. Выздоровели 10 324 человека, 22 за последние сутки. На лечении остаются 863 человека, 260 в стационарах, 603 переносят болезнь в легкой форме, находясь в амбулаторном лечении. Число умерших увеличилось на 1 и составляет на сегодняшний день 57 человек. 2 ноября глава Башкортостана Ради Фаритович Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно новой редакции документа, школьные каникулы продлятся с 19 октября по 8 ноября 2020 года. В вузах со 2 ноября очно учатся только студенты выпускных курсов. Остальные курсы дистанционно. Кроме того, университеты должны определить перечень направлений подготовки, по которым со 2 ноября обучение будет проходить в очной форме или с применением дистанционных технологий. По согласованию с управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан правительство Башкортостана должно принять меры по увеличению количества лабораторий, введение республиканского Минздрава для расширения возможностей лабораторной диагностики COVID-19. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан обеспечивает обязательное тестирование на COVID-19 всех прибывших на территорию Республики Башкортостан из иностранных государств с симптомами инфекционного заболевания или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения, контактировавших с больным COVID-19 при появлении симптомов, не исключающих коронавирус, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным. Пациентов с диагнозами внебольничная пневмония, грипп и ОРВИ. Людей, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях соцобслуживания, учреждений уголовно-исполнительной системы, при появлении у них респираторных симптомов, пожилых людей старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами, работников медицинской организации, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности, работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала исполнения обязанностей с целью предупреждения заноса COVID-19. Детей из организованных коллективов при возникновении 3 и более случаев заболевания, не исключающих COVID-19. Минздравом Республики Башкортостан предусмотрен порядок забора биоматериалов и получения результатов тестов из медицинской организации в определенные сроки по приоритетности. Далее переходим к текущей ситуации в районе. Какова статистика на сегодня? Слово главврачу Центральной районной больницы Разиде Халиловне. Добрый день, уважаемые илишевцы. По состоянию на 5 ноября в нашем районе 143 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За последнюю неделю прибавилось 5 человек. 136 из них уже выздоровели. Это 95% всех заболевших с начала пандемии. На сегодняшний день 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией получают лечение с оформлением стационара на дому, и 4 пациентов, завершив лечение в стационарном дому, продолжают амбулаторное наблюдение в процессе выздоровления. За весь период взято более 6 тысяч тестов, проб на коронавирус, готовых результатов более 5000 на сегодняшний день.
Кроме этого, в госпитале ковид у нас продолжают лечение 15 человек с пневмониями. И в отделении на втором этаже, открытое специально для пневмонии, еще 10 человек. У нас есть вопросы, поступившие через социальные сети. Первый вопрос такой. С наступлением холодов какая будет пропускная система в поликлинику Центральной районной больницы для пациентов? Пропуск пациентов в поликлинику также будет осуществляться через фильтр-посты, где будут оценивать температуру пациента, его эпианамнез. Этот режим сохраняется в этом сезоне, он не отменен. На сегодняшний день фильтр-пост пациентов организован во входе в корпус старой поликлиники для всех пациентов. В случае обнаружения температуры также направляется пациент через вход новой поликлиники. Для того, чтобы не приходилось ждать на улице, это разделение потоков сделано, поэтому и температурящие пациенты тоже комфортно могут ожидать своего посещения в неотложный кабинет или рентген-кабинет в холле новой поликлиники. Для всех нетемпературящих пациентов вход через старую поликлинику и все процедуры там. Кроме этого, у нас еще в приемном покое есть красная зона, в котором тоже в теплое время года ожидания было организовано на улице. Сейчас мы реорганизовали эту работу и ожидания организовали внутри, в холле красной зоны. Если человек переболел COVID-19, может ли он быть переносчиком вирусов впоследствии? Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. В последующем отрицательные результаты тестов на 10 и 12 дни болезни будут указывать на отсутствие вируса в организме человека. Соответственно, он не будет заразным для окружающих. А после выздоровления коронавирусной инфекции антитела вырабатываются у человека. И есть ли риск заболеть снова? Действительно, антитела у переболевших COVID-19 появляются в среднем через 2 недели после начала заболевания. Пока неизвестно точно, являются ли антитела свидетельством наличия стойкого иммунитета коронавирусов. Поэтому выявление антител стоит интерпретировать как подтверждение перенесенной инфекции, а не как возможность нарушать режим самоизоляции и мер предосторожности. Вероятно, антитела обладают защитным эффектом, но пока этот вопрос остается открытым. Понятно, спасибо большое. Напоследок напоминаем вам телефоны горячей линии Минздрава и Верхнеаркеевской центральной районной больницы. Позвонив по ним, вы сможете задать свои вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции. На сегодня у нас все. Встретимся в следующий четверг, как обычно, в 15:00. Берегите себя, не болейте.